Открывая расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, председатель Беслан Халваш отметил, что встреча посвящена обращению руководителей коммерческих банков, обеспокоенных проектом межправительственного соглашения об инвестициях. В своем письме руководители 7 коммерческих банков Абхазии высказывают опасения, что 9-я статья соглашения, позволяющая российским кредитным организациям с государственным участием открывать филиал на территории Абхазии, может негативно повлиять на деятельность абхазских банков. Первым слово предоставили председателю Нацбанка Беслану Барателия, который принимал участие в разработке соглашения в части банковской сферы, с тем, чтобы он объяснил, для чего российскому кредитору нужен филиал в Абхазии. Национальный банк в первую очередь, когда прорабатывал вопросы соглашений, когда видел проект этого соглашения, безусловно, как и должен был, думает о банковской системе Абхазии с тем, чтобы любые соглашения, которые будут подписаны, не навредили нашей системе, не представляли угрозу для наших коммерческих банков. Изначально предложение выглядело следующим образом, что в соответствии с соглашением в Абхазии могут быть созданы филиалы российских коммерческих банков, ну не только коммерческих банков на территории Абхазии. Конечно же, мы, как Национальный банк, очень остро отреагировали, потому что мы понимали, что филиал – это дополнительная конкуренция, в результате которой наши банки могут пострадать. И тогда, проработав этот документ, кстати, общаясь со многими представителями коммерческих банков, что надо тоже отметить, рассказывая о том, что там предлагается, разрабатывая схему, мы предложили такую версию, то есть условно на временный срок, на период действия соглашения позволить открыть филиал, но от него остается только название, потому что он по сути не находится в банковском поле Абхазии. Это по сути точка входа денег в нашу страну. Этот условный, в кавычках назовем, филиал не имеет права иметь счета в коммерческих банках Абхазии и наоборот, не имеет права обслуживать ни юрлиц, ни физлиц, ни контрагентов и инвестора, а только имеет право открыть временный счет для инвестора на период стройки. И с момента запуска инвестпроекта, даже не дожидаясь прибыли, инвестор обязан закрыть счет в этом филиале и открыть счет в одном из коммерческих банков. Более того, мы в соответствии с этим проектом запретили этому филиалу, значит, открывать счета в наших коммерческих банках, и любые платежи для клиентов, для контрагентов этого инвестора, они будут проходить через Национальный банк на счета клиентов коммерческих банков Абхазии. То есть такая обрубленная структура, при которой нету никаких контактов, конкуренции и рисков для нашей банковской системы. Беслан Барателия также напомнил, что по действующему законодательству Абхазии Банкам России разрешено открывать в республике дочерние предприятия и работать наравне с абхазскими банками. Сегодня хочу сказать, что в нашем существующем законодательстве уже без каких-либо соглашений любой российский коммерческий банк может открывать свою дочку в Абхазии. То есть, по большому счету, никакого соглашения не нужно. Мы, кстати, считали сегодня, перед тем, как сюда прийти, квоту. Есть закон о квотах участия иностранного капитала в банковской системе. Если вы знаете, в прошлом году Банк Абхазии поднял требования для иностранного капитала, для банков с иностранным капиталом. То есть для открытия дочернего банка в Абхазии нужно 450 миллионов рублей уставный капитал. То есть, по сути, сегодня при существующей квоте один банк российский, если вдруг изъявит желание открыть здесь дочернюю структуру, он может это сделать и уместиться в квоту. И эта картина, конечно, намного, в 1000 раз более опаснее для наших коммерческих банков, нежели вот эта урезанная схема, при которой мы не даем шансов условному, так скажем, филиалу соприкасаться с нашими банками и конкурировать. Депутат Канкварча спросил, может ли Нацбанк лишить российский филиал лицензии. Он также поинтересовался, зачем, если у российских банков и так есть право работать в Абхазии, нужна новая норма про филиал с ограниченным функционалом. И почему для введения новых норм выбрана форма межправительственного соглашения, а не закона. Я вам скажу, почему это не делается. Потому что
непосредственно, они будут подчиняться законодательству Республики Абхазия. В случае нарушения вы имеете возможность влиять на ситуацию, лишить их лицензии, наказать. Все это им не нужно, и потому у нас появилась такая интересная вещь, как соглашение. Мы, как законодатель, вот здесь сидящие, мы знаем, как это работает. Любое, даже по гармонизации, законы, которые в абхазской стране принимаются, оно имеет право видоизменяться, вносить изменения в существующий закон, даже по линии гармонизации. В соглашении все, что мы заложим, оно остается, я не знаю насколько, но это будет без изменений, в смысле, изменения в него уже никакие. Вот сейчас вот здесь реплику делала министр экономики, что это не так. Как не так? Мы на стадии проекта, мы около 28 изменений внесли, и ни одно изменение не приняла сторона, которая нам предоставила. Ни одного изменения они во внимание не взяли. На стадии проекта, вы понимаете, на стадии проекта. А когда это будет принято, какие изменения, кто нам даст внести? О чем вы говорите? Депутат Эрик Арштунин напомнил, что финансирование строительства аэропорта реализуется в данный момент через абхазские банки и спросил, почему другие инвесторы не могут работать по той же схеме. Инвестор заходит со своими судами, инвестор заходит со своим банком, со своими рабочими, просто заходит сюда в Абхазии, так как здесь внутреннего законодательства вообще не существует, и оно отсутствует. Но у нас есть свои собственные регуляторы, я насколько понимаю. У нас вообще есть банковская сфера, вообще сектор банковский. Мы можем как-то обслуживать сами без привлечения в иных каких-то там нерезидентов, филиалов и тому подобное. У нас сегодня идет обслуживание аэропорта нашего, правильно же? Так же, по-моему, происходит. Оно как происходит? Без этого соглашения? Есть какие-то нарекания вообще? Нареканий никаких нет, я насколько знаю. Так же получается. Люди работают, соответственно, и суммы там немалые, я насколько понимаю. И в принципе наши банки, я насколько вижу вот сегодня, они с этим справляются. Для чего нам это здесь прописано? Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган объяснила, что инвестор, реализующий проект аэропорта, финансирует работы из собственных средств. В соглашении же речь идет о крупных кредитах, которые будет выдавать российский банк с государственным участием российскому инвестору. И чтобы проконтролировать целевое расходование средств инвестором на территории другого государства, такому банку необходим филиал. В проекте соглашения, которое мы сегодня обсуждаем, речь идет о филиале, я прошу обратить внимание, о филиале Российской кредитной организации с государственным участием. Это значит, что мы допускаем возможность, что в целях реализации инвестиционных проектов, которые подпадают под действие данного соглашения, Российская кредитная организация только с государственным участием имеет право здесь зарегистрировать филиал с определенным набором функций, весьма ограниченным. Здесь в соглашении, в проекте соглашения предусматривается, что Банк Абхазии принимает нормативный акт о правовом положении и порядке функционирования филиала с особым режимом Российской кредитной организации на территории Республики Абхазия и устанавливает ограниченный перечень банковских операций, которые филиал с особым режимом кредитной организации вправе осуществлять на территории Республики Абхазия. Сразу хочу ответить на ваш вопрос, который вы адресовывали председателю Национального банка. Может ли Банк Абхазии лишить в данном случае такой филиал лицензии? Я сразу могу сказать, да, может. Если в инструкции будет написано, что в данном случае филиал имеет право осуществлять только 2-3 функции, любая другая функция является нарушением. И в соответствии с законодательством Республики Абхазия, Банк Абхазии имеет право принять соответствующие санкции. Кристина Озган также ответила на вопрос, почему существующая форма дочернего предприятия не подходит российской стороне в рамках данного соглашения и требуется создание именно филиала. Почему, если есть законодательство, которое разрешает открывать здесь дочку, зачем нужен филиал? Я объясню, в чем разница в данном случае. В порядке регистрации, это первое. Дочка регистрируется просто в Минюсте Абхазии,
а филиал регистрируется в своей стране и в государстве функционирования. Соответственно, должен подлежать регистрации и прохождению аккредитации здесь. Далее, самое главное, в ответственности по обязательствам. Дочка отвечает только своим имуществом, а филиал не отвечает за последующие действия, за него отвечает головная организация. Третье – это финансирование деятельности, самой процедуры финансирования. Дочка, соответственно, ее финансирование обеспечивается вкладами в уставный капитал, займами от участников и финансовой помощью от участников. А филиал – это облегченный перевод денежных средств, которые могут переводиться от головной организации без ограничений и подготовки дополнительных подтверждающих документов. То же самое, соответственно, и в обратном направлении. Вот в чем самое главное отличие филиала от дочки. Чисто в функциональном плане для организации, которая может финансировать инвестиционный проект, порядок перевода платежей гораздо проще, чем делать это через дочку. Это чисто организационный вопрос. Кристина Озган отметила, что помимо контроля за транзакциями инвестора, российской стороне нужен филиал, чтобы обеспечить страховое покрытие инвестпроектов. Абхазские страховые компании не могут обеспечить такие дорогостоящие проекты страховкой. Если финансируются банками с государственным участием, российскими банками с государственным участием, а инвестиционные проекты не на территории Российской Федерации, то рассматривается, значит, механизм страхового покрытия. Механизм страхового покрытия предусматривает обязательства по страховой сумме, которая должна обеспечиваться в размере от 50 до 90% стоимости проекта. Порог ниже 50 не существует, это 50 и 90. Соответственно, да, как инструмент в Российской Федерации есть, соответственно, при Российском экспортном центре такая страховая компания, как «Эксар», которая, в принципе, в экспортных кредитах, условно говоря, да, обеспечивает покрытие страховых рисков. Но здесь есть нюанс. Первое. В соответствии с законодательством Республики Абхазия, российская страховая организация не может, значит, гарантировать страховое покрытие. Здесь, значит, соответственно, речь идет о том, что страховка должна быть предоставлена абхазской компании. У нас страховые компании с государственным участием. 51% принадлежит государству. Понятно, что мы не сможем в данном случае обеспечить страховое покрытие. Поэтому, и учитывая инструментарий 1 и инструментарий 2, возникает целесообразность удовлетворить данный подход, потому что он, в принципе, не противоречит законодательству, которое, в принципе, изначально допускает наличие иностранного банка на территории Республики Абхазия в виде его дочерней структуры. Депутат Канкварчи обратил внимание на 8-ю статью соглашения, где сказано об обязательствах абхазской стороны. Если даже мы в таком виде оставляем, а деньги зашли, скажем, в валюты, в долларах, я не знаю, в любой валюте. И при рассмотрении там вопросов, когда какая-то сторона, в данном случае абхазская сторона, что-то не выполнила, и вопрос станет о возмещении ущерба, на тот момент, когда эта валюта заходила в Абхазию, и на тот момент, когда возник вопрос, валюта скаканула, вас этот вопрос не интересует? Вопрос был адресован председателю Национального банка. Банк Абхазии участвовал в соглашении, в разработке только в одной статье, касающейся Банка Абхазии и коммерческих банков. Все, что касается обязательства сторон, и банк за это не отвечает, потому что банк всего лишь расчетная единица. Но мы на себя никакие обязательства, как Банк Абхазии, не берем. Канкварчи подчеркнул, что пункт про разные валюты расчета может потенциально привести к крупным задолженностям. Не дай бог произошла там ситуация, нам надо будет выплачивать. У нас и так денежной массы не хватает. Если даже мы предположим, что мы где-то ошиблись, там неправильно что-то сделали, нам надо выплачивать. Почему мы изначально расчет в рублях не делаем? Вы понимаете, что, грубо говоря, на тот момент соглашения, которое с кем они заключат, зайдут деньги, скажем, на миллиард, на 3 миллиарда рублей. Это в долларах зайдут, но там при расчете, да, в рублях, на российские рубли на 3 миллиарда. На тот момент, когда конфликт произойдет, доллар скаканет, придется 10 миллиардов. У вас деньги, у вас вымываться будет с Абхазии. Вы что, не понимаете? Или что? Или я вам что-то новое говорю?
Вы почему это не закладываете? Депутат Беслан Халваш спросил, какие финансовые обязательства берет на себя Абхазия в данном соглашении. В проекте межправ соглашения определены определенные обязательства абхазской стороны, которые вытекают из норм, предусмотренных здесь. Эти обязательства предусматривают в том числе предоставление определенных режимов льготного налогообложения, а также гарантии стабильности, неизменения инвестиционного режима и условия в случае национализации, экспроприации и так далее. То, о чем говорит Кан Валерьевич, к примеру, абхазская сторона нарушила какое-то из своих обязательств. Что касается предоставления льгот, в данной ситуации, если межправ соглашения ратифицировано, то абхазская сторона не может отказаться от предоставления льгот. Поэтому здесь никаких угроз и рисков не несет абхазская сторона, потому что даже если будет меняться законодательство, инвестиционный режим сохраняется. По остальным обязательствам также. Но в случае, если речь будет идти об экспроприации или национализации, где четко описано, какие там требования при проведении таких процедур, понятно, что абхазская сторона, принимая такое решение, принимает на себя и финансовые обязательства. И если речь идет о национализации, условно говоря, собственности чужой, понятно, что эта собственность стоит денег. Спустя 1,5 часа с начала встречи слово дали приглашенным руководителям банков. Председатель Гарантбанка Эмма Харчелава отметила, что беспокойство банковского сообщества вызывает только 9-я статья соглашения. Вопрос сводится к простейшему. Мы хотим оставаться. Мы не конкурентно способны по отношению к российским банкам, в том числе с государственным участием, и видим опасность в том, что поначалу это будет ограниченный круг операций, дальше они могут работать, и абхазских банков просто не будет. Мы хотим оставаться, мы хотим работать, у нас очень много народу служит в наших банках, и наша 30-летняя история, например, нашего банка, говорит о том, что мы в состоянии осуществить расчеты. Еще я хочу сказать, что там в некоторых телеграм-каналах было указано, что абхазские банки против соглашения. Хочу сказать, что мы хотим высказать свою позицию только по статье 9. В Республике Абхазия сложилась достаточно устойчивая по многим показателям успешная банковская система, способная оказывать весь спектр современных банковских услуг, включая организацию расчетов в безналичной форме для реализации крупных инвестпроектов, в том числе российскими юридическими лицами. В связи с этим непонятна целесообразность включения в проект соглашений положения, предусмотренных статьей 2, частью 2 статьи 9, в соответствии с которыми в целях обеспечения осуществлениями юридическими лицами расчетов, связанных с реализацией инвестпроектов, российские кредитные организации вправе создавать на территории Абхазии филиалы, действующие на основании специального временного разрешения Абхазии. В заявлении руководителей банков также сказано, что такое серьезное изменение в действующий порядок функционирования банковской системы не следует проводить без веских причин, без анализа возможных рисков и последствий. Как ранее Кристина Константиновна отметила, 3 банка участвуют в реализации проекта, связанного с аэропортом. Я и раньше говорила, когда мы приходили, мы обслужили уже несколько миллиардов рублей, наш банк в частности. Существует такой норматив в соответствии с законом о Национальном банке. Банк Абхазии в статье 3 обеспечивает эффективное и бесперебойное функционирование системы расчетов, и статья 4 осуществляет надзор и контроль за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. Мы можем обслужить большие миллиарды, соблюдая норматив, предположим, только мгновенной ликвидности. Если говорить простыми словами, это то, чтобы банк выполнил свои обязательства прямо сегодня. Мы сегодня при потребности юридического лица открытого у нас обязаны осуществить расчеты в рамках его остатка по счету. Я думаю, что, как я уже сказала, нашим банкам уже очень много лет, и весь наш опыт работы свидетельствует о том, что нормативы ни разу не нарушались. Например, при норме 15% норматива мгновенной ликвидностью по нашему банку 90% соблюдается. То есть мы готовы
обеспечить расчеты. Ничего сложного в осуществлении расчетов нет. Если бы мы не смогли бы оказать какую-то услугу, например, это вопрос, связанный там, с кредитованием, там, еще с какими-то услугами, которые мы не в большом объеме, которые мы не смогли бы сделать, тогда как бы я поняла бы целесообразность. Непонятна целесообразность, и мы хотели бы услышать, что именно абхазские банки не смогли бы сделать в рамках своей деятельности. Рассматривая предложение о возможности включения такой нормы в проект, не подвергал сомнению, значит, квалификацию, эффективность деятельности, значит, наших коммерческих банков, которые работают в рамках законодательства. В Абхазии не первый проект инвестиционный реализуется, аэропорт, у нас и другие проекты реализовывались, в том числе и компания «Роснефть», когда работала, без каких-либо проблем эти процессы шли. В данном случае речь не идет об обычной схеме перевода платежей. Речь идет, что если инвесторам привлекаются серьезные кредитные средства, банк, который данные средства будет отпускать на реализацию проекта, хочет их полноценно контролировать. И речь не идет о недоверии к банкам. Речь идет о контроле за юридическим лицом, который получит такой портфель на реализацию проекта. Поэтому здесь речь идет о периоде до ввода объекта в эксплуатацию. Именно, чтобы деньги, которые уходят на проект, они шли исключительно по его целевому назначению. А после они открывают счета уже в обычном коммерческом банке, и система работает так, как она работает. Это первое. И второе, это на этапе предоставления кредитного портфеля покрытие рисков. То есть, если банк видит, что он полностью контролирует движение средств, таким образом снижается риск неэффективного использования денежных средств. И здесь главным аргументом является то, что проект финансируется не на территории Российской Федерации. Тут две вещи. Это то, что проект не на территории Российской Федерации, и речь идет о российской кредитной организации с государственным участием. Эмма Харчилава спросила, есть ли у министра экономики уверенность, что по окончании инвестпроекта функционал филиала Российского банка не будет расширен. А зачем российской кредитной организации иметь уже в последующем филиал, если она безболезненно может создать здесь дочернюю структуру? Гипотетически, допустим, что мы сейчас с вами сказали, вот нам не нужен филиал с ограниченными возможностями, ну, они создадут дочернее предприятие, которое будет здесь, допустим, филиал «Газпрома» создадут, филиал «Веба», не филиал, а дочку. Есть законодательство, вот представьте себе, что сюда зайдет дочка крупной российской ВЭБ, «Газпром» или кто-нибудь, где государство присутствует. Оно будет и кредиты давать, и обслуживать всех подряд. У вас конкуренция не выше будет, чем сейчас мы предлагаем. Нестор, вот подумай, они могут создать дочку, а мы говорим, давайте филиал. И здесь смотрите, что произойдет. Дочка будет иметь весь набор банковских операций, а филиал будет иметь ограниченность. Далее слово взял Нестор Домения, председатель Амробанка. На его тезисы отвечала Кристина Оцган. Государство в первую очередь должно действовать в интересах своего бизнеса. Да. Это априори. Если инвестор идет под проект, который, скажем так, не то что ущемляет, а не во благо, скажем так, абхазскому бизнесу, то с нашей стороны, с точки зрения государства, мы должны строить такие условия, когда абхазский бизнес будет привлечен к этому проекту. В данном случае абхазский бизнес отвлечен от данного проекта. И когда вы говорите о том, что нет механизмов для контроля, это неправда. Вы целесообразность само соглашение ставите под сомнение. Конечно, ставим. Банк обсуждает 9 или вообще соглашение для целесообразности соглашения. Когда мы говорим о том, что нет инструментов для контроля. А кто говорит, что нет инструментов для контроля? Нет, мы сказали, что банк хочет сам контролировать движение. Банк хочет сам контролировать, и когда такие условия ставят в стране, в данном случае нашей стране, это говорит о том, что, что наш бизнес не в состоянии, и наше госудство не в состоянии проект 20 или 30 или 100 миллиардов проконтролировать и отчитаться. Что мы предложили? Это пощечина называется. Вот и все. Вот и все. Это не эмоции. И когда мы говорим, вы должны
момент, что реалии повседневные, финансовые, они изменчивы. Каждый день на рынке финансов абсолютно новые проблемы возникают. И где гарантия о том, что при реализации данного проекта, что не будет актуально изменение определенного инструмента для исполнения данного проекта? Зачем его менять, если закон сегодня разрешает его Зачем сделать? его Объясните менять? мне, Это пожалуйста. реальность нам скажет, зачем Нет, его нет, менять. так Потому у нас что есть такая норма. сегодня, когда Нестор, у вас... есть такая норма, зачем ее менять? Какая норма у вас? У нас есть закон, который определяет, что сегодня дочка может быть создана любой российской кредитной организации. Мы что менять собираемся, объясните? У нас есть такая норма. Сегодня любой российский банк в рамках квоты может прийти, зарегистрировать дочернее предприятие и встать рядом с вами и обслуживать. Еще раз объясню. Тогда в чем интерес нашего государства? Через соглашение пропускают. Когда мы даем и позволяем, скажем так, крупным игрокам заходить на территорию Абхазии и составлять конкуренцию местному бизнесу. Отвечу, только не перебивай. Хорошо. Наш интерес государства в следующем. Еще раз говорю, если откроется дочерняя организация, коммерческая структура банковская, она будет осуществлять все банковские операции и обслуживать всех юридических лиц. В чем интерес государства? Как интерес государства в данной Сейчас, ситуации? дайте Российская ответить кредитная просто. организация создаст здесь вам конкурентную среду. То, о чем вы написали в своем обращении. Сегодня можно Зачем создать. такие давать А мы возможности? ограничиваем. Мы говорим, что проекты, которые подпадают, минуту, а мы говорим, что проекты, которые подпадают что под тогда это мы не соглашение, меняем здесь? работают в рамках филиала с Дайте ограниченными А почему мы должны это менять? Георгий Абухба, председатель банка «Аврора», также высказал опасения по поводу разрешения открыть филиал российского банка. Беслан Барателя спросил, как именно филиалы с ограниченным функционалом смогут помешать работе абхазских банков. Можете кто-нибудь, хоть один мне сейчас пример привести по существующему проекту соглашения? В каком месте наши банки соприкасаются или конкурируют с этим условным филиалом? Если все деньги из филиала попадают в Нацбанк, и они опять же приходят деньги к вам. Речь идет о том, что без соглашения деньги приходят из Москвы в Нацбанк и попадают к вам. По этому соглашению деньги транзитом через этот условный филиал попадают в Нацбанк и также приходят к вам. Где Да, я согласен, что риски для коммерческих банков, возможно, здесь минимальные, скажем так, по уровню. Не то, что где, то есть не то, что... Тут я хочу сказать всего лишь такую вещь, что при рассмотрении соглашений нашим правительством, да, не были учтены интересы коммерческих структур. Опять я повторяюсь. Почему? Потому что мы идем по пути, когда вы говорите о том, что инвестор, который получает заемные средства, да, он должен контролироваться кредитором, и только в этом случае, когда он откроет здесь свою дочернюю структуру, и таким образом он имеет все инструменты для контроля и исполнения данного объекта. Конечное звено все равно вы, мимо вас эти деньги не пройдут. Дискуссия перешла на повышенные тона, и председатель комитета Беслан Халваш попросил банкиров задать вопросы, если они еще остались. Георгий Абухба, председатель банка «Аврора», высказал два предложения. Еще раз, осуществить контроль заемных средств посредством корреспондентских счетов в российских банках с госучастием. Потому что деньги находятся там. Спасибо. Все, вы это предложили. И еще один момент. Что касается 60% квоты, да, на появление иностранных банков. Да, с момента появления ЦМР никто же не мешает выступить с законодательной инициативой и эту лазейку закрыть. Вы хотите вообще закрыть, да? А мы не собираемся вообще. Бесконечно появление конкурентов, с которыми невозможно конкурировать. жизнь будет нехватка денег в стране, правильно? Слово взял Адгур Хурхумал, председатель Черноморского банка развития. В начале встречи он высказался в поддержку коллег-председателей, но в завершении встречи заявил, что, выслушав аргументы, изменил свое мнение. На самом деле у нас протекает сегодня гармонизация законодательств. В России сегодня мы филиал можем зарегистрировать, если захотим, правильно? По сути, если уже, давайте так, со стороны просто понаблюдаем за картинкой. То есть, если сюда захочет какой-то гигант зайти, он может местный банк создать, на Петю, на Васю оформить местного резидента, и он конкуренцию здесь потушит все.
То есть, по сути, здесь государство не то, чтобы там неуважение государства, государство не хочет на себя брать ответственность, то есть уполномачивать тот или иной банк, где может быть пробел какой-то, и за этим ресурсом придется нести ответственность государству саму. То есть давайте мы как-то... А что тогда филиал? Пусть да пусть, а и так зайти могут, мы там можем, что здесь нельзя, мы ж дружим, надо дружить тогда в конце до концов. Далее депутаты и банкиры спорили о том, нужно ли запретить российским банкам работать в Абхазии, чтобы исключить конкуренцию, или же нужно думать о гражданах и дать им возможность пользоваться более выгодными и современными банковскими услугами, которые может предложить Россия. Беслан Халваш поблагодарил всех участников, подчеркнув, что депутаты получили необходимую информацию и сделают выводы. Надежда Боровикова и Нала Гухава, Абаза ТВ.